Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. Tryjcie się tej mszy, którą się sprawują za naszych bliskich pomierłych, wypisanych u wypominkach. Сегодня в особливый способ вспоминаем наших близких, знакомых, может, которые год тому назад тут разом с нами молились в этой каплице, может, год тому назад сидели разом за нами за столом и отошли, и теперь чекают нашей допомоги. И час месяца листопада, альбо другого листопада, особливый день, когда мы помним про тех, кто колись стенами атаковался, а теперь потребует духовой опеки от нас. Поэтому приходим к скласти гэтую свечи, щоб я за кожного, хто учинив нам якоїсь добро в житті, а так само за неприятелів наших, каб вони так само могли сузирать Божие обличчя в небе. Перепросим за наши грехи, как могли с чистым сердцем скласти гэтую наисвятейшую ахвяру. Змилуйся над нами, Пане, бо згрешили мы собрать себе. Окажи нам, Пане, свою милосердность и дай нам свое избавление. Нехай измилуется над нами Бог Всемогутный и, отпустивший нам грехи, доведи нас до життя вечного. Amen. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Брат вечный Боже, Ты учинил, что Твой Сын однородный перемог смерть и взошел на небо. Учини наших померлых братов и сестер удельников Его перемоги над смертью, как они могли вечно быть, бачить Тебе, своего Створителя и Избавцу, Господа нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог празуще веки вечные. Amen. Читание книги мудрости Соломона. Души справедливых в руках Бога, не докранается до них ніякая покута. У очах нерозумних здавалося, що яни померли, а їх смерть лишилася нещастям. Їх одиход від нас лишився знищенням, а яни спочивають у спокої. Хоч у очах людей яни здавалися покаранными. Їх надія повна несмиротності. Після невеликого покарання яны отримають великі доброти, тому що Бог випробував їх і признав годними себе. Випробував їх, як золото в печі.
прийняв їх як ахвяру спаління. Подчас навідування яни засвітять і розійдуться, як іскри при снігу. Будуть судити людей і подавати над народами, а пан Бог буде над ними володарить навіки. Хто сподяється на його, той зрозуміє правду, а вірні будуть тривати при їм волі. Бо ласка і милосердність буде для його вибраних. Це слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Милосердний Господь і ласкавий, милосердний Господь і ласкавий, милосердний Господь ласкавий, долготерпливый шмат милостивый, не чинит с нами подле грехов наших, и не отплачивая подле провинов наших. Милосердный Господь и ласкавый, як літується батька над сином, змилується Пан над тими, хто його боїться. Бо як відаєш шахмон, ми створені, пам'ятаєш, що ми з'являємося крилом. Милосердний Господь і ласкавий, дні чоловіка, як трава, як полява, як ветка, он цвіте. Ветер по тьме нагим, і больше його нема, і уже место його не познає його. Милосердний Господь і ласкавий, а і милосердність Пана справедливу, і аж навіки над тими, хто його боїться, і справедливість його над синами синов, над тими, хто забули його заповедь, і помнить про виконання його наказав. Милосердний Господь і ласкавий. Читание другого послания святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, мы ведаем, что той, кто воскресил Пана Иисуса, и нас воскресит разом с Иисусом и поставит перед собой разом с вами. Бо все для вас, как помножение ласки, у многих выкликало щедрую подяку для Божьей славы. Тому мы не губляем отваги, бо хоть внешний наш человек и тлея, духовно с дня в день обновляется. Часовое легкое терпение наше дає нам безмерное богатство вечной славы. Коли мы зважаем на небачное, а на небачное, тому что бачное часовое, а небачное вечное, мы ведаем, что коли земный дом нашего жилья развалится, то от Бога маем жилье, нерукотворный вечный дом у небесах. И это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Такая воля Отца моего, как каждый, кто верит в Сына, мил жить вечно.
яго ў апошні дзень кажа Пан. Аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodła Jana. Слава Тебе. У той час Jezus сказав своїм учням: нехай не тривожиться серце ваше. Вірите у Бога і у мене вірите. У дома Отца моего шмат світлиць. Коли б так не было, те сказал бы я, что иду подрыхтовать место для вас. А коли пойду и подрыхтую вам место, приду снова и заберу вас до себе, как и вы были там, где я. А дорогу, куда я иду, вы ведаете. Каже ему Томаш: Пане, не ведаем, куда идешь, як же можем ведать дорогу? Иисус сказал ему: я дорога и правда и житье. Ніхто не приходить до Отца інакш, як тільки праз мене. Гэта слово Пана. Слава Тебе, Христе. Есть такие дни, часами у житті, что близкие, змарлые, здається, что наведывают меня. Приходят, чую их присутность, хочуть допомогти, а може дати якусь надію. У сьогоднішній день хотілося б сказати, чи сапраўды адказаць на питання: наши близкие, померлые, могут нас бачить. Чи они могут приходить сюда на землю и нам допомагать? Каб адказаць на гэтае пытанне, варта адчыніць Святое Писание, книгу Самуила, 1, 28 раздел, и там будет панаванне короля Сауля. Сауль пануе, пророк Самуил помирая, и Сауль, коли пануе, отступая от Божьей дороги. Отступаючи от Божьей дороги, Бог от его отворачивается, посылая на его войско филистимлян. И Саул не ведает, что зробить. И что робить? Иди до шравницы, до ведьмы. Иди до ведьмы, каб тая вызвала дух Самуила, каб ей пораиться, як поступать. Докладно у 28 разделе читаем. И коли уже пришел, говорит Самуил этой женщине: не бойся, скажи, что бачишь. И женщина каже Саулу: бачу человека Божьего, что выходит с земли. И он сказал ей: як он выглядает? Сказала она: старый человек выходит и опранутый у плащ. Зразумел Саул, что это Самуил, и упал перед им тваром своим на землю и поклонился. А Самуэль сказал Саулю: чему ты не даешь мне спокою и турбуешь меня? И Саул сказал: я знаходжуся у великим горе, бо филистимцы воюют супротив меня, и Бог отступил от меня, не жадая слухать меня, ни праз пророков, ни праз сон. Так я покликал тебе, как ты научил меня, что я маю робить. И скажи Самуилу: навошта ты пытаешь у меня, коли Господь отступил от тебя, ставши твоим ворогом, бо зробив Господь так, як казав праз меня, и Он забрал царство з рук твоих и отдал его близкому твоему Давиду. Что это слово, браты и сестры, означает? Что сапраўды наши близкие померлые, которых мы знаем, мы с ними можем размовлять, можем их чуть присутность, могут сапраўды нібы нас наведваць. Хтось тебе сказал: ну это старый заповед. Добро. Отчиняем новый заповед. Евангелия поводле Луки. Приповесть Иисуса Христа о богатым человеку и Лазаре. Богатый человек гуляя, пьянствуя, Лазарий хворея, весь его тело все в струпах, собаки приходят, лижут его,
не мае што з'есці і памірае адзін і другі. І чытаем у Евангелии в 16 разделе от 22. «И сталося, что же брат помер, и анёлы занесли его на лоне Авраама. Помер так само богатей, и был похованы. А коли у пеклі был ён у покуда, узнявши вочы свае, убачыў здалёк Абрахама и на лоне его Лазара. И закричал: Ойче Абрахаме, злитуйся надо мною и пошли Лазара, хай хоть у воде конец пальца своего змочить, и язык мой дотронется. Бог терплю великую муку и полымя. И сказал Абрахам: Сыне, припомни, як ты у житті своїм користався доброцями твоими, а Лазар же благоцями. Ён теперь тут сутешается, а ты пакутаешь. Да усяго гэтага паміж нами и вами прорва великая, каб тыя, хто хочуць адсюль до вас перайсці не могли, ані адтуль до нас перабрацца. Дык гаворыць багач: молю тебе, ойча, каб паслаў яго ў дом бацькі майго, бо маю 5 братоў, каб засведчылі ім, каб яны не прыйшлі ў гэтае месца пакут. Кажа яму Абрахам: маюць Моисея, пророкаў, хай слухаюць іх. Але калі ойча Абрахаме убачыць кагосьці з памерлага, навернуцца. Кажа Абрахам: калі не слухаюць Моисея і пророкаў, дык каб хоць і хто з мёртвых паўстаў, не повернецца. Браты і сёстры, дакладна гэтыя словы, гэтую прыповесць, которую мы вельмі добра знаем, показвае нам, чи сапраўды, і адказвае, можа, на пытанне, чи нашыя блізкія памерлыя, нашыя знаёмыя, якія ўжо перайшлі з гэтага свету і сузіраюць, можа, аблічча Божае, што могуць нам дапамагаць. Па-першае, чуем, што гаворыць Абрахам гэтаму багачу, што паміж нами а вами великая пропасть зея. Нема пераходу. А каб хоть и можно было бы, то все равно нельзя. Бо ни мы до тебя не достанемся, а ни ты до нас не можешь повести. Нема такого шансу. Вот ты уже терпишь, ты обрал свое. А тады говорить багач: да хотя бы пошли гэтага человека, как помочу палец у воде, когда тронулся до моего языка. Что означает, что с неба этот человек мог бы перейти куда, но не до пекла. С пекла нема уже повороту. Ani на небо, ani на землю, ani только остается принять награду, якую мы уже отрывали. С неба этот человек, который есть богач, в небе, может зайти на землю. Чему? Пока не сказал: нехай пошли доброту мою. Пан Иисус не сказал, что никто не может. Нет. Могут зайти, знаете, сюда святые. Припомним себе життя святого сьогоднішнього білоруського Яна Баболі, якого укатували на Пінщині, мученицькою смертю закопали, після десятків років об'явився чоловік і показував, де він захоронений. Після десятків років незвиклого часу. Коли откопали тело, видно, что это тело было так свежее, только что кто закопал. Свежее кто закопал. Знаем эту историю соправленную, это не байка, как это все отбывалось. Так означает, что святые могут перейти. Что нам про это говорит катехизм костела католического? Есть такая книжка толстенькая, которую треба нам ксензам кидать, и вам потихонечку ее представлять. Говорит, что не выпадая, как мы не несли допомоги нашим померлым. Бо коли мы будем это чинить, то померлые будут и нам помогать. Все наши молитвы, наиважнейшая молитва, это святая имша, которую можем замолвить за померлых. Все наши ялмужные, наши ахвяры, наши покуты, наши молитвы особистые, которые мы заносим, або молитвы рожанцовые, которые будем заносить
у гэтым месяцы асаблівым за наших блізкіх памерлых выпісаных выпамінках усе яны дапамагаюць нашим блізкім памерлым. Каму? Ну, тыя, што ў чыстцы, тыя, што уже не могуць сабе дапамагчы, але чакаюць наша. І калі мы ім дапамагаем, то яны прыходзяць з дапамогай для нас, з удзячнасцю той, што мы ім нясем дапамогу намного большую, чым яны нам могуць даць тут на зямлі. Яны ўжо сваё абралі, але чакаюць ад нас дапамогі. Поэтому костел ставится в целый месяц листопад, как нести и помогать молитовно этим душам учисту терпячим. Але что нам можно заборонить? Попасть альбо у неба, альбо учиститься. Единая речь. Ойце Далинто, прихожу святым, а говорит, Боже, ты этим займися. Ягоне слово, так як сестра просто на Єзу довіряє тобі, а от Боже, ти этим займися. У такий самий спосіб свої заклики ім'ям. Написав таку історію справдную і порівняв її до человека. Что американцы постановили выпустить ракету на орбиту в отповедное место, где она могла там, где она повинна была быть. Але не удалось. Чому? Бо на Земле эта ракета мела отхил на 0,001 миллиметра. 1,000, даже не миллиметр, 0,001 миллиметра не стояла в траектории, якой могла попасть. И пишет так у Далинта. В 1 километре это ничего не значит. А у этих десятках тысяч километров, какая эта ракета повинна была пролететь, эта дистанция выдвинулся на сотки километров. И вот и ракета не трапила на место, и выпуск ракеты был неуданным. И проявлял это для человека. Кто-то сказал бы, мы себе так легко усправедливаем не только с тяжких грехов, а с легких грехов. И вот Далинт поравнял до легкого греха. Мы себе поравняем, говорим, что а что там такого здарится, как я приеду один припынок троллейбусом без билета, а что здарится, как я перебегу на красный светофор, а что здарится, як я там комусь скажу якесь древне слово, потом перепрошу, а что здарится, а вот, братья и сестры, что здарится. Ты малейший грех, ничего не значит, 0,1 тысячная миллиметра, але однако отхиляя нас от Бога, от цели. Также варто сподобаться не только из этих тяжких грехов, на які ми звертаємо увагу, але так само з этих менших грехов. Варто добре подготовиться до сповіді. Отец Далинт говорит, что добрые поступки могут изменить траекторию полету нашего к Богу, могут нахилить нас обратно, как мы приземлились на добрую орбиту, на Божью орбиту. Как мы випадково в нашем житті не прострелили мимо неба и не приземлились в этом пекле, братья и сестры. Затем, отказываючи на питання, чи нас наши мертвые бачат, тройный отказ. Ты, что в пекле, нас не бачат. И дякуй Богу, я думаю, что мы часами поступаем, может, и хуже. Ты, что в чистцы, нас чують, коли ми до їх молимся, коли ми за їх складаємо молитву. Вони відчувають молитовну присутність, відчувають, що їм покута убивання, терпіння убивання. І ті, що в небі, завжди за нами назирають і хочуть нам допомагати на різні способи. Так само, як ті, що в чистці, коли ми за їх молимося, і нам допомагають туди, як у переодолюванні різних перешкодів. Святая Гертруда написала молитву прихожую. Молитва, якая в особливый способ дзейнічае за один раз, коли человек побожно адмовіць гаворыць, адразу 1000 душ выправажае з чыста до пекла. Повстанем, братья и сестры, теперь побожно взбудзім себе інтенцію и помолимся этой молитвой, просячи, как Пан Иисус, Бог милосердный, вывел колейную 1000 душев с чистца до пекла. И это треба помножить раз на столько, сколько мы взбудем себе интенцию ради нашей веры, чем мы сопроводим эту веру. Милосердный Боже, с престола славы Твоей, погляди на несчастные души, які покутають у чистці.
Паглядзі на іх пакуты, на слёзы, якія яны выліваюць перад табою. Пачуй іх просьбы, стогны, якія клічуць яны міласэрнасць тваю. Памілуй іх і даруй ім грахі. Ойча прадвечны, ахвярую табе каштоўную кроў боскага Сына твайго, Господа нашага Езуса Хрыста, разам з усімі святымі іншымі, якія сённяшні дзень адпраўляюцца ў касцелях. За душы у чысту церпячыя, за тых, якія паміраюць, за грэшнікаў і цэлы свет, за грэшнікаў па ўсім касцёле, за грэшнікаў у маёй сям'і і доме маім. Амен. Праз Езуса Христа, які перамог смерці, хоча прывесці ўсіх людзей да хвалы воскрешення, даверу Богу нашыя просьбы і малітвы. За святы касцёл, каб ён, удзяляючы святых сакраментаў, вёў людзей да новага жыцця, ці просім. Выслухай нас, Пане. За памерлых вернікаў, каб так, як зерне, кінутыя ў зямлю, яны абудзіліся да жыцця ў вечным шчасце. Ці просім. Выслухай нас, Пане. За святароў, законных сясцёр і братоў, каб Христус, якога яны наследавалі ў сваім жыцці, стаў іх узнагародай. Ці просім. Выслухай нас, Пане. За наших памерлых бацькоў, родных, дабрадзеяў і ўсіх, за кого мы паляцаем падчас гэтай святой імшы, за кого молімся падчас выпамінка. І каму абяцалі сваю малітву, каб дзякуючы Тваёй, каб дзякуючы Божа міласэрнасці Тваёй, яны былі далучаныя да шэрагу святых. Ці просім. Выслухай нас, Пане. За нас тут прысутных, каб мы былі вольныя ад зямных упадабанняў і шукалі вечных каштоўнасцяў. Ці просім. Выслухай нас, Пане. Божа, праз заслугі Твайго адзінароднага Сына выслухай нашыя пакорныя малітвы. Будь міласэрны да ўсіх памерлых вернікаў і прыві іх у сваё валадарства любові і спакою. Праз Христа, Пана нашага. Амінь. Молитеся, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Своего, а так само на користь нам і всьому костюлу святому. Боже наш Ойче, прими ласкаво наші дари принесені за всіх померлих братов і сестер, які у Христі спочивають. Праз гэтую святую ахвяру вызвали их з пута ў смерти и одари життям вечным праз Христа Пана нашага. Аминь. Аван за нами. І слугам Твоїм. Говору серце. Узносим для Пана. Дякуєм Пану Богу нашому. Бога і справедлива. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага,
И Он один принял смерть, как нас всех вызволить от смерти вечной, Сам отдал свое житье на крыжи, как все мы могли жить с Тобою навеки. Тому разом с хорами ангелов мы прославляем Тебе, с радостью ускликаючи. Святый, 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 Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госана рождения, благословленный Той, кто приходит в имя Бога. Госана рождения. Сапраўды, Боже, Ты святы, крыніца усялякай святости. Тому просим Тебе, освети гэтыя дары, красою Духа Твоего, как яны сталися для нас, телом и кровью нашего Пана Иисуса Христа. И Он, коли добровольно выдал себе на муки, взял хлеб и подяку Тебе складаючи, ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Бярыце и ешьте з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Podobnym czynem po wieczerzy wziął kielich, znów Tobie podziaku składający, podał swoim uczniom, każuczy: «Bierajcie i picie z jego wsie, bo to jest kielich krwi mojej, nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za was i za mnogich będzie prolita, dziela odpuszczenia grzechów. Гэта czynicie na moją pamięć». Гэта wielka tajemnica wiery. Обещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскрешение и шагаем Твоего Христа в хвале. Wspominający śmierci z mертwych powstania Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich zbawienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać się nad Tobою i służyć Tobie. Покорно молим Тебе, как у всех нас, принимающих тело и кровь Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете, удосконаливал в любови и разом с Папом нашим Франтишком, biskupom naszym Józefem i усім духовенством. Пам'ятай, так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто у ласці Твоєї дійшов з гэтага світу і дозволив убачити світло обличчя Твоего. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Józefом, ее обранником, со святыми апостолами, святым архангелом Михаилом и всеми святыми, які спрадвеку подавались Тебе, как зими мы хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. С Христом Его Христе, Тебе, Боже, Ojcze Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, празу всеякі і вічния. Аминь. Молимся до Отца Небесного, як нас научил Иисус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди царство Твое, пусть воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам пробиты наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от
Просим Тебя, Пане, избав нас от всякого злого, дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху, и захованы всякого неспокою, czekali spełnienia szczęśliwej nadziei i przyjścia Zbawcy naszego Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokoj покидаю вам, supokoj mój dаю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей одарить его с упокоем и едностью, яки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Будь поранок Божий, будь той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечерню водою. Пане, я не вартый, как Ты вошел до меня, але скажи только слово, и будет оздоровлена душа моя.
Молимся. Ласкавый Боже, будь милосердный для Твоих померных слугов, за яких мы принесли Тебе эту охвяту. У сакраменте Христу Ты дал нам удел Твоим житии. Дозволим так само удельничать у вечной радости. Раз Христа Пана нашего. Pan z Wami. I z duchem Twoim. Niechaj Was błogosławia Bóg Wszechmogutny, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie u pokoju Chrysta. Dziękuję Panu Bogu. Święty Archaniole Michale, Wierzy nas u zmagań. Будь нам обороною, супроть спокусы и ласках злого духа. Покорно просим, не дай его знищить Пан Бог, а Ты, князю войска небесного, могутностью Божию, скинь у пекла шатана и инших злых духов, якие нас Богу душнуют по свете. Помолимся jeszcze w intencji Świętego Ojcanka otrzymać odpust, jaki możemy сегодня ofiarować za kości pomierlego, подумаем за кого. Ojcze nasz, który jest u niebie, święci się imię Twoje, przyjdzie władarstwo Twoje, будь воля Твоя, jak u niebie, tak i na ziemi. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от злого. Wieru w Boga Ojca Wszechmogutnego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrysta, Syna Jego, jedynego Pana naszego, jaki był zaczęty Ducha Świętego, narodził się z Dziewy Maryi, zamuczony przy Pąckim Piłacie, ukrzyżowany, pomioty i był pochowany, zeszł do otchłani na trzeci dzień woskres pomierłych, uzeszł na nieba, siedzieć praworucz Boga Ojca Wszechmogutnego, a tu przyjdzie sądzić żywych i pomierłych. Веру Духа Святого, святый Костел католицкий, едность святых, отпущение грехов, воскрешение тела, житие вечное. За наших близких померłych, dobry Jezu nasz Panie, Дай им вечное спочивание, dobry Jezu nasz Panie, дай им вечное спочивание, dobry Jezu nasz Panie, дай им вечное спочивание. niechaj odpoczywają w spokoju wiecznym. Amen. Нашим сердцам, Иисус, дай спокой нашим сердцам, Иисус. Застанься тут, разом с нами будь. Застанься тут, разом с нами будь. Дай сердце нас, пануй мир. Дай спокой, оформи нас. Дай спокой нашим сердцам, Иисус. Дай спокой нашим сердцам, Иисус. Застанься тут, разом с нами будь. Застанься тут, разом с нами будь. Дай сердце нас, пануй мир. Дай спокой, оформи нас. Если будете похвалены, Наисвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь
Пана нашего Иисуса Христа, няхай буде похваленный Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса Христа, няхай буде похваленный Найсвятейший сакрамент, правдивое тело и кровь Пана нашего Иисуса